эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Реконструкцию аэропорта в Ленске оценивают в 4 миллиарда 700 миллионов рублей. Республика намерена включить объект в национальную программу развития Дальнего Востока. Большой шаг в области бариатрической хирургии совершил Национальный центр медицины республики. Подробности в этом выпуске. Тренинги, обучение основам живописи, занятия с психологами и многое другое. Вот уже 6 лет в Якутии работает студия «Хобби для всех». В Нерюнгринском районе завершился отчет правительства Якутии. Вице-премьер Кирилл Бычков и глава Нерюнгринского района Виктор Станиловский рассказали о проделанной работе. Они посетили ведущие предприятия района, объекты здравоохранения, социальные учреждения и поселения района. Далее прошло торжественное награждение и вручение дипломов заслуженным работникам района. После каждый желающий мог задать вопрос и озвучить свои предложения в улучшении качества жизни. Работа с Нерюнгринским районом, с городом Нерюнгри и с руководством администрациями населенных пунктов Нерюнгринского района проходит показательно. Я бы просил, наверное, коллег поделиться опытом с другими районами в чем-то, какие-то лучшие свои практики не прятать, а показать их, потому что действительно им есть чем похвастаться. И мы очень довольны, как идет работа сейчас по населенным пунктам, в частности, по таким сложным по координации программам, как ветхое аварийное жилье. Ну и отдельно хочу сказать, что расслабляться не надо. 2020 год, он будет более амбициозным по планам, он будет значительно больше по реализации программы. То, что мы в прошлом году построили как фундамент и получили федеральное финансирование, это для нас очень большая ответственность. И поэтому 2020 год – это уже реализация. Поэтому здесь контроль, качество и очень внимательный, четкий подход и слаженность работы. Минприроды России проведет полный учет популяции белых медведей на территории страны. Финансированием проекта займется компания «Роснефть». Благодаря программе ученые планируют также получить информацию о местах обитания медведей и актуальных угрозах сохранения вида. В 2021 году исследования должны пройти в Чукотском и Восточно-Сибирском морях, в 2022 году в море Лаптевых и Карском море, в 2023 в восточной части Баренцева моря и акватории земли Франца Иосифа. Реконструкцию аэропорта в Ленске оценивают в 4 миллиарда 700 миллионов рублей. Вопрос о модернизации воздушной гавани был озвучен на ежегодном отчете правительства Якутии. По словам замминистра экономики региона Василия Десяткина, республика намерена включить объект в национальную программу развития Дальнего Востока. Сейчас идет разработка документа, который в окончательном виде будет принят как отдельная федеральная программа. К слову, в республике 16 аэропортов будут построены или реконструированы по национальной программе развития Дальнего Востока до 2024 года. Крыша жилого дома провалилась в Ленске под тяжестью снега. Инцидент произошел по улице Чапаева. Снег попал на чердак, погибших и пострадавших нет, рассказали в пресс-службе МЧС России по региону. После инцидента жители дома опасаются за свою жизнь. Они боятся в случае повторения ЧП оказаться под завалами. На месте уже побывали представители администрации района, города. Они обещали расселить жителей аварийного дома. Вызвали МЧС приехала через 20 минут. Зафиксировали все это. Через некоторое время приехали СК, Следственный комитет. Приехали с полиции, приехали с нас, взяли показания, все под это самое. Что, да, управляющая компания приехала сразу. Представьте, как мы будем жить. Я боюсь, что действительно у меня надо мной никто не живет, но у меня вот так потолок вот так вот провис. Я боюсь, понимаете? Я боюсь спать. Мы с мужем, как говорится, посменно спим. Либо он, либо я. Дежурим, потому что трещит все по швам.
Власти Китая присвоили коронавирусу временное название. Заболевание решили обозначить как НСП, пневмония, вызванная новым типом коронавируса. Стоит отметить, что пока Всемирная организация здравоохранения постоянного официального международного названия новому заболеванию не дала. По последним данным, жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 811 человек, заражены более 37 тысяч. Между тем, эвакуированные из китайской провинции Хубэй и города Ухань россияне рассказали о жизни на карантине в Тюменской области. Известно, что там находится 128 человек, в том числе дети. Подробности в следующем сюжете. Как в фильмах фантастики про вирус, россияне, которых поместили на карантин, делятся первыми впечатлениями от своего пребывания в санатории под Тюменью. У каждого своя комната. Вирусологи посещают людей в защитных костюмах и масках, приносят еду и воду. Мы не можем выходить из комнаты. Нам сказали, что мы имеем право находиться только в комнатах, и даже за пределы ее вообще не можем выходить. Если кто-то выйдет, то к карантину прибавляется плюс 14 дней. Тем временем во все аптеки страны нагрянула проверка. Владельцы многих сетей решили нажиться на масках до массовой серии. Стоили они всего-то рубль 70. А когда россияне массово стали покупать средства защиты, цены взвинтили до 70 и 100 рублей, а где-то и все 500. Накануне президент Владимир Путин потребовал лишить лицензии некоторые аптеки для примера, чтобы другим неповадно было. А в строительных магазинах вырос спрос на маски и респираторы. Но защитить от коронавируса она точно не сможет. Основная задача – задерживать пыль и вредные испарения. Вирус – это очень мелкий организм, и он может проникнуть и сквозь эту маску тоже. То есть стопроцентной защиты никто, к сожалению, не дает. Но вот те маски, респираторы, которые 3М рекомендует, они достаточно высокую защиту дают. Их сейчас вот в Китае как раз и используют. Впервые в китайском Ухане, откуда и начал распространяться коронавирус, инфекция передалась от матери к новорожденному во время беременности. Малыш появился на свет 2 февраля. Уже через 30 часов врачи поставили диагноз – пневмония. В самом печальном случае этот вирус мог передаться преодолев межплацентарный барьер, но вероятнее всего он просто заразился непосредственно от матери, если мать была больна. Ребенка приносят мать, новорожденный ребенок. Понятно, что у него иммунитет еще не до конца сформировался. А теперь о судьбе россиян, которые оказались заперты на круизном лайнере Diamond Princess. Коронавируса у них не нашли, сообщили в нашем посольстве в Японии. Однако на борту находится 3700 человек. Граждане 50 стран заразились уже 20. Судно может находиться на карантине до 20 февраля. Кстати, китайские специалисты, возможно, нашли источник коронавируса. По их словам, это может быть мясо диких животных, которые свободно продавали на рынках города Ухань. Вирус мог через еду передаться человеку. Александр Васильев, Дарья Рассказова, Новости 360. Большой шаг в области бариатрической хирургии совершил Национальный центр медицины республики. Специалисты медцентра совместно с профессором Института пластической хирургии и косметологии города Москвы Феденко Вадимом провели операции для пациентов, страдающих избыточным весом. Подробности в сюжете Полины Долинской. Избыточный вес и ожирение – это результат формирования аномальных или чрезмерных жировых отложений, которые потом могут наносить вред здоровью. Заболевание, ранее считавшееся характерным для стран с высоким уровнем дохода, теперь становится более распространенным и по всему миру. Ему подвержены не только взрослые, но и дети. В мире от последствий избыточного веса умирает больше людей, чем от аномально низкой массы тела. Диагностируется не по симптомам, скажем так, а по соотношению индекс массы тела. Так вот, его норма от 18 до 25 – это нормальный индекс массы тела. Значит, когда он от 25 до 30 – это лишний вес, а когда он выше 30 – это ожирение. Избыток веса может доставить немало проблем, в первую очередь со здоровьем, начиная от одышки до заболеваний сердечно-сосудистой системы и, как следствие, может привести к инфаркту. Если не получается справиться с лишним весом самостоятельно, можно обратиться к пластическому хирургу. И после обследования пациенту назначают подходящий способ операции. Сейчас в современном мире делаются не
старым путем, то есть через там длинные какие-то разрезы, а эндоскопическим путем, через проколы. Соответственно, травма у этих пациентов минимальная, они встают практически сразу же после операции, как только они просыпаются от наркоза. Их можно поднимать, они могут ходить по палате, по коридору, гулять, могут пить воду. В общем-то, у них жизнь, она практически не ограничена, по большому счету. И на работу они могут выйти примерно через неделю. После операции по снижению веса частая проблема, с которой сталкиваются пациенты – это провисание кожи. Через год после восстановления пациент может обратиться снова к своему врачу. Им требуются пластические операции, то есть убирается эта лишняя кожа для того, чтобы они стали практически звездами. Да? Несомненно, жизнь пациента делится на до и после бариатрической операции. Появляется внутренняя уверенность, изменяются многие сферы жизни. Вес мой составлял 98 килограмм. Это как много. К операции шла я долго, осознанно. Почти год, наверное, я изучала материалы в интернете, читала очень много про их разновидности. И, в общем, с доктором было принято решение делать именно мини-шунтирование, то есть одна из современных операций по бариатрии. Соответственно, за 10 месяцев у меня сброшено 27 килограмм. Это полет. Это такое счастье. После 100 килограмм стать 70. В прямом смысле ты просто летаешь. Операции по бариатрической хирургии проводятся уже давно, но прогресс не стоит на месте. Для специалистов республики московские коллеги провели обучающий мастер-класс в виде видеоконференции во время операции с применением лапароскопии. Пока данный метод используют только в Якутске. В последующем он станет доступным и во многих медицинских центрах республики. Полина Долинская, Павел Пахомов, Якутск. Дворец детского творчества будет сотрудничать с Академией наук Якутии. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве на 5 лет и уже обсудили темы ближайших лекций в Панториуме, порядок направления заявок на гранты и возможности сотрудничества в рамках национальных проектов. Также стороны будут проводить раннюю профориентацию обучающихся, вести совместную проектную деятельность, организовывать мероприятия научного и научно-популярного характера. Хобби для всех. Студия, которая более 6 лет работает в Якутске и помогает людям развивать в себе коммуникативные навыки. Работа опытных преподавателей, проведение тренингов, обучение основам живописи, занятия с психологами – все это помогает людям преодолеть внутренние барьеры, раскрыть в себе новые грани и таланты и, самое главное, научиться выступать перед публикой и не бояться аудитории. Занимаются в студии люди разных возрастов и социального положения. Некоторые результаты студийные видят уже после первого-второго занятия. Мы создаем такие условия, чтобы каждый студиец приходил, и, скажем, получал какое-то там удовлетворение, расслабление, от развития своих каких-то творческих возможностей. То первая часть в этой студии идут, скажем, профильные занятия по основам живописи. Далее у них пойдут психологические тренинги, и они будут меняться постоянно. Да? Это первая часть. Вторая часть идет речевые тренинги. На этом у меня пока все. До встречи в эфире.